Как это слово-то называется? Блин, выпало из головы. Здравствуйте, друзья! Я бесконечно рад приветствовать вас на канале Эхо Якутии. Первый пилотный выпуск у нас был опубликован на прошлой неделе. Очень приятно, что он вам заходит. Почти у нас 300 лайков, больше 4000 просмотров на сегодняшний день. 34 комментария у нас есть уже на канале. Это говорит о том, что в целом вам эта тема истории Якутии очень интересна, и нашей команде это бесконечно нравится. Мы поэтому будем это дело продолжать. Сегодня нас ждет тоже не менее интересная история, разбираясь в которой мы углублялись очень-очень глубоко. У нас есть отдельный специалист именно по 17-18 веку. Это наш соведущий, историк-краевед Сергей Слепцов. Ну, а этот выпуск мы готовим вместе с журналистом Анжеликой Замятиной. Еще раз здравствуйте! Сегодня мы поговорим о якутском казачестве. Итак, казачество на Руси возникло в конце 15 века. Казаки занимаются промыслами, торговлей, ну и, естественно, военным делом. Освоение Сибири и Дальнего Востока начинается с походом Ермака в Сибирское ханство. Тогда, с таким солидным отрядом, у них уже довольно большой боевой опыт, они приходят в Сибирь и хана Кучума просто разносят вот прям в пух и прах. Нету больше хана Кучума. Наступает эпоха освоения Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии в частности. Весной 1583 года казачий круг отправляет челобитную в Москву о том, что все, хан Кучум разгромлен, Сибирь покорена, теперь это в том числе территория московского государства. С этого же момента примерно начинается освоение великих территорий, так называемый терра инкогнита. Уже спустя 40 лет, примерно в 1610-х, 20-х, 30-х годах, казаки встают в экспедиции в определенные по освоению этих территорий. И вот в 1632 году была открыта долина Туймада, где сейчас находится город Якутск, из которого, собственно говоря, мы сегодня вам вещаем. Вот начиная с этого периода начинается освоение, большое территориальное освоение нашей республики Саха-Якутия, побережье Охотского моря, Камчатки, Чукотки, Магаданской области современной. В общем, в целом это была такая большая необъятная территория, которую нужно было разведать, нанести на карты, и, соответственно, присоединить к государству, чтобы получать какие-то плюшки. Почему казаки идут на восток? Как вы знаете, в это время очень ценным товаром был мех. И, по сути, когда первые казаки перевалились за Уральский хребет, за Уральские горы, они обнаружили, что там довольно много всякой живности. Это и писец, и норка, и леса, и все на свете. Но вот эта вот вся пушнина, а это мягкое золото, оно должно быть востребовано там на Западе, в Европе его активно покупали, да? Соответственно, чтобы прирастать, скажем так, вот этими угодьями, где можно эту пушнину добывать, казаки двинулись на восток. Еще раз повторюсь, в 1632 году был основан якутский Ленский острог, более известно как Якутская крепость или Якутский Кремль, да. Тут две есть версии, кто его начал строить, но абсолютно точно его начал строить Бекетов, Петр Иванович Бекетов. Он первый казак с строительным образованием, он строитель по большому счету, инженер-строитель, он знает, как строить остроги, и эти умения он воплощает чуть ниже по течению Лены. На территории Намского улуса строится первый острог. Историки здесь тоже много спорят, но наш коллега Сергей Геннадьевич Слепцов более подробно в следующих выпусках об этом расскажет. Мы не будем сейчас углубляться в эту историю. С заложением Якутского острога, по большому счету, начинается территориальное освоение всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Именно отсюда пойдут первые экспедиции по освоению новых территорий. Отсюда же пойдут первые караваны для строительства морских портов в Охотском море. Сам город Охотск будет отстроен. Все крупнейшие города Якутии, которые нам сегодня известны, это и Алекминск, и Вилюйск, и все города в бассейне Колымы, они все основаны казаками. Это все, по большому счету, казачьи острога. Вообще казаки пришли в Якутию
хорошо вооруженными. Они не знали, что здесь находится, какие люди населяют эти территории. И, в общем, были настроены довольно воинственно. И действительно, первые встречи с местными, да, а здесь я хочу напомнить, что уже проживают якуты, есть местное население, аборигены, ныне уже коренные малочисленные народы севера. Это ивены, ивенки, чукчи, юкагиры, долганы и так далее. Да? Вот все это местное население, оно здесь уже живет. Ну, встречают плохо. Кто вы такие? Чего вы сюда пришли? Вам здесь не рады, уходите. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Соответственно, начинаются столкновения с казаками. Но казаки хорошо вооружены, у них хорошо поставлено военное дело, они знают про тактику, у них там дисциплина военная, они знают хорошо свое дело и довольно успешно, по большому счету, эти территории осваивают. Но якуты же тоже пальцем не деланные. И совершают периодически набеги на вот эти острога, на острожки, на крепости какие-то и методично их уничтожают. А спустя несколько лет, когда уже в Якутск был поставлен, ну, по сути, это первый мэр Якутска, да, первый мэр Якутского острога, Петр Петрович Головин был такой воевода. Значит, он, по сути, и стал таким, как сказать-то, ну, дипломатом, наверное, да, прежде всего. Человек, который сумел договориться с местными племенами, с якутами о том, что вот давайте мы не будем враждовать, давайте жить дружно, мы поможем вам, поделимся с вами технологиями определенными, да, поделимся с вами достижениями и развитиями тогдашней России. Ну, а вы просто не будете нам мешать и платить ИСАК пушной налог, и будем жить и существовать мирно. Так оно и случилось. Вообще о сказочных богатствах вот мягкой рухляди, да, пушнины, как ее тогда называли, московское правительство узнало в 1636 году, ну плюс-минус год. Тогда же, чтобы, значит, вот эти богатства все пошли в казну, казачьи отряды были объявлены государевой ратью. Ну, то есть у них появляются некие государственные полномочия, и вот над острогами и казаками было поставлено начальство, воеводы с их подьячими, писцами, приказными людьми, в общем, государевыми людьми, да. Об этих людях мы тоже обязательно расскажем в следующих наших выпусках. И вот Петр Головин, один из главных людей того периода, здесь, в Якутске пребывавший, был назначен в 1638 году. Со второй половины 17 века, по завершении вот великих завоеваний, вот этих вот огромных территорий, пространств, да, казаки начинают нести воинскую службу. Они становятся некими, ну, полицейскими, или как бы можно было сейчас их сравнить, наверное, пограничники, может быть, даже вневедомственная охрана. Ну вот что-то такое в современном представлении. Они несут службу, у них есть устав, появляются регулярные казачьи войска, есть у них казармы, там, да, руководители. Но вместе с тем по казачеству российскому вообще смутные времена настают, да? Мы помним все восстания Емельяна Пугачева, там Степана Разина и так далее. Они там вставали в позу, говорят: нет, слушайте, у нас все по-другому будет. С 18 века казакам присваивают наименования по их территориальности. Так возникает, например, Донское казачество, Оренбургское, Сибирское, Якутское казачество. Да? Все они вот, в общем принимали активнейшее участие во всех военных кампаниях Российской империи. Но, насколько известно историкам, Якутский казачий полк не принимал участие ни в каких боевых действиях, кроме русско-японской войны. 1905 год. Известно достоверно, что воевали против японцев в Охотске, но ну и не самая успешная кампания была якутских казаков тогда. К сожалению, их разбили, и там часть трофеев японцы забрали с собой. В 1701 году организуется Якутский казачий полк. Он входит в состав сибирского казачьего войска. Сам полк состоит примерно из 1000 человек. Командовал казачий голова. Он подчинялся воеводе. Ну, воевода, мы помним, у нас практически губернатор этой населенной местности. Да? Через 66 лет полк был переименован в казачью команду и подчинен иркутскому оберкоменданту. 22 июня
1822 года, согласно уставу о сибирских городовых казаках, в Якутске организован Якутский городовой пеший казачий полк, состоящий из 5 сотен. Вот это вот действительно одна из самых длинных казачьих историй в якутской истории. Они вплоть до вот установления советской власти были и служили государству, скажем так, да, в разной степени численности, они в разный период времени находились. Вот в 1857 году часть, значит, якутского городового пешего казачьего полка была переброшена в Петропавловск и Гижигу. Петропавловск сейчас Петропавловск-Камчатский, вы его знаете. Гижига уже несуществующий поселок в Магаданской области. Ну, покинули его. В состав полка входили также 6 отдельных команд, расквартированных в Вилюйске, Алекминске, Колымске и Охотске. Самым крупным была Вилюйская команда. В ней было 36 казаков под командой пятидесятника и 3 урядников. Пятидесятники, да, это младший офицерский состав, урядники это по сути прапорщики, да, сержанты и прапорщики. Поскольку вот народу было мало в войсковых соединениях, то дозволялось, значит, брать в полк крестьян, мещан, и вот благодаря этому решению многие якутяне становятся казаками. Основной срок службы был определен в 25 лет. 25 лет. Ну, ребят, те, кто сейчас год служит срочную в армии, ну, это же вообще... Тьфу! 25 лет у них срок службы был. Есть даже какое-то письмо челобитное о том, значит, что казак жалуется, говорит: слушайте, насколько может, 25 лет, никакой мотивации нет служить у меня 25 лет. Там уже некоторые, вон, донское казачество по 18 лет служат, а нам-то 25 лет служить. Давайте что-то с этим делать, пишет он, значит, докладную своим командирам туда. Ну, к слову сказать, их потом, да, действительно, срок службы снизили до 18 лет. А если говорить о начале приема на казачью службу, то возраст призывной наступал в 16 лет. До 1816 года не было никакого документального описания формы якутских казаков. Вообще нет ни одного упоминания. Но вот уже в книжке Якутской области, памятная книжка Якутской области, изданная в 1871 году, в статье Матюнина дается следующее описание формы якутских казаков. В 1816 году им было предписано иметь форму, желтую камлею с нешироким воротником и обшлагом из синего сукна и синие с литерами ЯКК, якутская казачья команда. Форма якутских казаков, высочайше утвержденная в июле 1837 года, изменилась в 1840 году. Мундиры стали темно-зеленого цвета, вместо киверов были даны папахи. Высочайшим указом императора было приказано носить на груди по 2 подсумка с 10 патронами каждая. Пехотные полусабли были заменены кавалерийскими саблями, и для нижних чинов отменили ношение шпор. Вооружение казаков тоже менялось со смены эпох и правителей, это нормально. Если первоначально были там пики, пищали, там луки, стрелы и так далее, да, то к 1822 году они уже вооружены карабинами, и появилось огнестрельное оружие. В 1825 году император Александр I пожаловал якутскому казачьему полку 250 кавалерийских сабель в железных ножнах. Это тоже задокументированный абсолютно факт. До 1836 года якутские казаки не проходили строевую службу. Затем генерал-губернатор Броневский, желая дать некоторое образование по службе, начал регулярные занятия и учения. Ну, соответственно, вот появилась казачья школа. Между тем, по высочайшему повелению, в 1837 году потребовались в Санкт-Петербург в образцовый казачий полк 2 офицера и 20 казаков. Вот эта команда, она отправилась из Якутска в 1829 году. Они там прослужили почти 3 года, и потом по возвращению в Якутск, собственно, этими знаниями, полученными там, они здесь делились охотно со своими товарищами. Можно сказать, такая повышение квалификации, да, как это можно назвать? Стажировка? Стажировка такая, наверное. Вообще нельзя не отметить развитие территорий без таких фамилий, как Витус Беринг, Семен Дежнев. Эти великие первооткрыватели, да, которые ходили по неизведанным морям, открывали новые территории. Так были открыты Курильские острова, Камчатка,
Чукотка. Все вот это вот открывалось этими великими мореплавателями, которые, напомню, начинали свои экспедиции из Якутска. Именно Якутск был такой перевалочной базой, сюда они приезжали, здесь они готовились к экспедиции, собирали там обоз продуктов, снаряжение определенное, там, одежду. Потом выезжали по Хаянскому тракту в побережью Охотского моря, строили там корабли и отправлялись, значит, в свои морские путешествия. И вот что удивительно, в начале 1734 года, когда Витус Беринг прибывает в Якутск, здесь он готовится также к экспедиции, и никто ему не идет навстречу, все его динамят. Я не знаю, почему это происходит, но он 3 года здесь находится, в Якутске, и собирает себе команду, собирает себе провизию определенную, и все время спотыкается об какие-то чиновничьи, как сказать-то, препоны они ему ставят, да, не хотят помогать абсолютно. У него есть бумага от царя-батюшки, да, о том, что, значит, смотрите, вы же должны мне помогать. А он говорит: помогайте? Говорят: нет, извините, сам как-нибудь реши. У нас тут своих забот полно, у нас тут зима впереди, надо готовиться. Зима близко. Зима близко. Тем не менее, спустя 3 года он отправляется в Охотск. Там он тоже довольно продолжительное время готовится к своему походу, морскому путешествию, да. Там тоже ему оказывают такое противодействие определенное, но он с этим справляется более-менее и отправляется в свою экспедицию. Вот еще один короткий, но очень яркий и знаменательный факт. 5 якутских казаков стали известными фигурами первого уровня в мировой науке среди великих землепроходцев. Из 43 значительных открытий на северо-востоке Азии более 30 принадлежат якутским казакам. июля 16 июля 1741 года экспедиция достигает берегов Аляски в районе горы Святого Ильи. Все считают, что Америку открыла вторая камчатская экспедиция Беринга, но это не так. За 10 лет до этого к берегу подошел бот «Святой Гавриил» с военным геодезистом Михаилом Спиридоновичем Гвоздевым. В составе экипажа был подштурман Иван Федоров, и экспедицией руководил Афанасий Федотович Шестаков. Это был такой якутский казачий голова, большой начальник на самом деле. Он хорошо знает морское дело, он мореплаватель, исследователь Охотского моря. И вот он, по большому счету, и был первым человеком, вступившим на Аляску, на американскую землю. Человек, который открыл для нас североамериканский континент. Вообще про якутские походы в Америку можно снять отдельный какой-то выпуск, да, потому что мы-то знаем эту историю. Якуты ходили в Америку торговать, американцы приходили сюда на территории Якутии торговать, поэтому это очень интересно. Подпишитесь, не пропустите это видео, в дальнейшем обязательно этот ролик снимем. Но вернемся в Якутск. В 1811 году создается Якутский пехотный полк. Об этом тоже можно снять отдельную историю, потому что, я вам говорю, вот эта вся казаческая история, она хоть и тесно переплетается с созданием Якутского пехотного полка, но это 2 абсолютно разных подразделения, воинских подразделения. Я напомню, что казаки несут службу на территории Веренной, по большому счету являются погранцами, да, они там охраняют обозы, почту охраняют остроги, да, там полицейские функции выполняют. А вот Якутский пехотный полк — это уже воинское такое формирование, которое участвует в военных конфликтах. Существует мнение, что якутские казаки принимали участие в Крымской войне 1853 года, 56-го, но на самом деле тоже не так. Говорят, что якутские казаки принимали участие в Первой мировой войне, тоже достоверно неизвестно. Это гипотеза, да, потому что мы же привыкли верить документам. Документов прямо подтверждающих такого нету. Да, действительно, якутяне и, в частности, губернатора жена помогали якутскому пехотному полку, Якутский полк, он так и назывался, он принимал участие в Первой мировой войне, но там якутян не было совсем. Просто полки раздавались, название полкам присваивалось по названиям каких-то определенных городов. И говорят, что даже просили, значит, солдаты и офицеры, которые служили в Якутском полку, значит, просили отправить им фотографию Якутска, потому что они даже не знали, где это находится и как он выглядит. Тем не менее, существует несколько баек, связанных с участием
якутян в Первой мировой, якутян, казаков имеется в виду, да? Но все это всего лишь остается байкой. Роль казачества в дореволюционной России, она, в общем, не поддается никакой однозначной оценке, потому что, по большому счету, Октябрьская революция, которая произошла в 17 году, в ноябре 17 года, да, по большому счету является, наверное, конечной точкой для существования якутского казачества и казачества в целом, как класса. Было издано постановление ЦИКа об уничтожении сословий и гражданских чинов, которое просто запрещало казачество. Ну, мы же понимаем, что Якутия находится от Петрограда далеко, и решение в ЦИКа, вот этот декрет, он приходит сюда спустя несколько лет, потому что добираться далеко, да, почтовый тракт у нас. А в период революции, так вообще там, подождите, там Колчак у вас там стоит в Иркутске, держит все почтовые поезда и так далее, и так далее. Поэтому, когда сюда дошла бумага из ВЦИКа о том, что, значит, все, прощаемся мы, значит, со всеми сословиями, с кулаками там и так далее, да, пока эта бумага дошла, вот к 20-му году тогда, собственно, и якутское казачество-то и развалилось. Но надо сказать, что вообще казаки, якутские казаки не препятствовали, они взяли такую, как сказать-то, скажи мне, как это слово называется? Ни тебе, ни мне. Компромисс. Нет, не компромисс. Как же это слово-то? Нейтралитет. Нейтралитет. На чем мы там остановились? Во всей этой истории, с революционной историей, казаки занимают нейтралитет. Они не знают, кому. Ну, если мы знаем хорошо историю, например, донского казачества, да, где донские казаки были на стороне белых, воевали с большевиками и так далее, то вот здесь, в Сибири, на Дальнем Востоке, якутское казачество, в частности, оно вот занимает нейтральную такую позицию и, в общем, в целом ничего не делает. Ничего. Просто наблюдает. И после того, как наступает 20-й год, когда приходит бумага о том, что такой декрет издан, о том, что когда в Якутии устанавливается, по большому счету, советская власть, казачество как класс исчезает. Вообще, когда революция свершилась, когда к власти пришли большевики, казачество, я еще раз повторюсь, было вне закона, его полностью запретили. Тот же самый Свердлов в 19 году дает своей директивой полное уничтожение казачества как вида. Ну, то есть начинается, по большому счету, геноцид целого класса, да, народа, казаков. Абсолютно точно известно, что енисейские казаки бегут в Китай, пытаются, им оказывают содействие, значит, тунгусы, дают им оленей, пытаются они прорваться в Китай, но не успевают. ОГПУ узнает об этом и в месте перехода через границу, значит, устанавливаются пулеметы и там буквально уничтожаются. Есть точно достоверные сведения о том, что практически всех стариков истребили, тех, кто старше 50 лет, чтобы оборвать культуру казачью, да, чтобы никто больше не мог передавать вот эти вот традиции, знания казачьей культуры. Это все ужасно на самом деле. Сложно представить, страшно представить, сколько погибло в результате этого геноцида. Точно известно, что порядка 30 тысяч казаков спаслись, они ушли в Китай, и допускаю, что среди них могли быть и убежденные казаки из Якутска. Но, к счастью, вообще вот эти карательные меры не применялись к якутскому казачьему полку в частности, потому что исторических свидетельств тому абсолютно нет. Ну и хочется несколько слов сказать о том, что сегодня представляет из себя якутское казачество. В 1991 году оно было воссоздано. Потомки якутских казаков воссоздали, точнее, якутский казачий полк. В настоящий момент он активно действует. Казаки принимают участие практически во всех крупных мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях столицы, будь то Рождество Христово, да, там крещение, купель они охраняют. Пусть это будет Масленица широкая, да, там веселье, праздник и так далее. Они тоже участвуют. Естественно, Пасха. Ну, практически все церковные праздники они сопровождают. Не гнушаются, конечно же, якутскими национальными праздниками. На Исехе Туймада они активно тоже помогают в охране общественного порядка. Более того, якутяне с 2014 года активно участвуют в боевых действиях на Донбассе. Есть несколько личных моих знакомых друзей, потомков казаков, которые туда поехали. Ну и сейчас они в зоне проведения специальной военной операции точно так же героически сражаются, проявляют свою отвагу и знание воинского дела.
Вот такая, если очень коротко, если очень поверхностно рассказывать, история якутского казачества. Мы сознательно не стали углубляться, повторюсь, прям вот в имена, фамилии там и так далее, поскольку мы сейчас просто не закончим этот ролик никогда. Об этом можно говорить сутками, неделями. Очень много сохранилось, к счастью, документов, очень много сохранилось фотографий тех времен, да. Поэтому говорить, какое будущее, вы сами все прекрасно понимаете, сейчас горизонт планирования и вообще горизонт событий у нас довольно короткий. Хочется закончить выпуск сегодняшний также на позитивной ноте, как мы его начинали. Я искренне верю, что этот выпуск также наберет такое же большое количество просмотров. Я рад, что вы им делитесь своими друзьями, ставите лайки, подписывайтесь. У нас сегодня больше 200 подписчиков уже на канале. Это за первую неделю очень крутой результат, я считаю. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Активно подписывайтесь на наш канал, в том числе в наших социальных сетях. Ссылочки на них указаны в описании к видео. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Всего доброго, пока.